Удивительные вещи творятся. На дворе ноябрь, а за окном почти нет снега. Только вспомните, как смело еще пару лет назад последний месяц осени маскировался под зиму. Но видно, в этом году природа решила подольше радовать нас положительной температурой за окном. А вот тепла душевного добавит наша команда. Здравствуйте! В эфире студии 11, и мы начинаем очередной выпуск. Главные темы его первой части узнаем из анонса. Тайна железной птицы. История загадочного самолета, совершившего посадку вблизи поселка Мандач в 1947 году. Быть настороже. Как не позволить мошенникам испортить благое дело? Дорогие кроссовки точно не помогут. Как вдохновить на пробежки даже самого ленивого человека? Любители больших скоростей и сложных маршрутов иногда могут зайти слишком далеко, в хорошем смысле, конечно. Так, участники квадроклуба «Сусанин» недавно подняли из болота под поселком Мандач обломки самолета, который совершил там аварийную посадку в 1947 году. Предположительно, это был американский «Дуглас». Однако некоторые эксперты считают, что это все-таки советская модель. Где же правда, пыталась разобраться Евгения Кладкевич. Словно серфер, взявший самую высокую волну, Евгений Беляев рассекает болотную гладь вблизи поселка Мандач. Правда, под ногами квадроциклиста не доска, а капот грузовика. Его участники квадроклуба «Сусанин» превратили в так называемые волокуши – самодельное приспособление, с помощью которого и удалось вытащить из болота обломки самолета «Дуглас», того самого, который в 1947 году совершил в этом месте аварийную посадку. Почему пришлось прервать тот полет, а главное, кому же принадлежало воздушное судно, русским или американцам, уже много лет этим вопросом озадачены историки по всей стране. Мы достали эту стойку шасси. Что, Дмитрий Николаевич, скажете? Да хорошо, идем по плану. Да, штатно. Вторая деталь эвакуирована почти. Уже почти собрали, скоро сбить. Да. Сейчас винт найдем и полетим. Идея разыскать загадочный самолет, делятся участники поисковой экспедиции, родилась в 2020-м. Тогда в одной республиканской газете вышла статья, которая гласила, что на болоте в 80 километрах от Сыктывкара уже много лет покоится самолет, предположительно американский «Дуглас». И одному сыктывкарскому энтузиасту удалось даже вытащить из воды какие-то его обломки. Именно к нему за координатами любители экстремального туризма и обратились. Болото, на которое отправил квадроциклистов молодой человек, оказалось вытянутой формы. Из-за этого поиски железной птицы сильно затянулись. Приехав на это большое длинное болото, опять поездив по нему, помучаясь, позастревая, оно и есть тяжелое болото, расстроились и собирались уже уезжать. Но в последний момент в одну сторону взглянули, увидели, что там что-то виднеется вдалеке, то и птицы сидели, по-моему. Вот, мы решили еще раз так вот попробовать туда доехать. Доехали и действительно увидели стойку шасси, которая стояла вертикально, торчала из болота, и она как бы дала такую неплохой ориентир. Собрав команду и подготовив необходимую технику, квадроциклисты вернулись на болото осенью этого года. Кроме загадочного самолета, особый интерес вызвал еще и путь до него. Непролазная лесная дорога, ухабы, грязь и заросли деревьев. Именно по таким маршрутам и гоняют обычно квадроциклисты. К поисковой экспедиции команда подошла основательно, участники разделились на две группы. Первая на квадроциклах отправилась по жесткому бездорожью, вторая, выбрав щадящий путь, поехала на автомобилях, прихватив с собой вездеход. Те, которые выдвинулись с вездеходом на машинах, они прибыли на точку ранее, и возглавляемые Евгением Беляевым они приступили к эвакуации обломков самолета «Дуглас», то есть извлечению их из болота. И так получилось, что, в принципе, моя группа, которую я возглавлял на квадроциклах, она прибыла гораздо позже. И, как говорится, уже основные обломки были извлечены из плена болотного. Ну, спасибо ребятам, они выполнили самую трудную работу. Мы уже, так сказать, снимали только сливки.
Общими усилиями поднять удалось одно шасси, несколько частей фюзеляжа и, самое главное, двигатель самолета. Из-за отсутствия в болоте воздуха сердце воздушного судна сохранилось идеально. Сомнения в происхождении железной птицы вызывают детали, из которых она сделана. Еще в 80-х работающие под Мандычем люди находили на болоте болты и шины с логотипом американского бренда и характерной надписью «Made in USA». Поэтому некоторые эксперты склонны считать, что на болоте покоится именно американский «Дуглас», тем более, что однажды в Советский Союз по ленд-лизу доставили 18 таких ласточек. Дальше же нам передавались уже комплектующие от этих самолетов, но самолет сам собирался уже у нас в Подмосковье. Конструкция была, несколько инженеров наших летали в Америку, изучали, как устроен этот самолет, как он производится, какие технологии. У нас даже на тот момент оборудования не было, чтобы производить полный спектр деталей. Советская копия американской «Ласточки» называлась Ли-2. Самолет эксплуатировался для пассажирских и грузовых перевозок. Найденные же на болоте обломки участники квадроклуба захоронили на время в лесу. Зимой при помощи грузовой техники они планируют вывести их на Большую Землю. В первую очередь будут осматривать, конечно, двигатель. Если не номер, то диаметр его поршней, по мнению Евгения Беляева, должен обязательно раскрыть тайну загадочного самолета. Гуманитарная помощь военнослужащим, которые сейчас сражаются на передовой за мирную жизнь, продолжает поступать и от жителей Республики Коми. Ежедневно наши земляки отправляют солдатам теплую одежду, средства гигиены и другие вещи первой необходимости. Но, как это часто бывает, благие деяния в своих целях могут использовать мошенники. За последнее время в России было зафиксировано несколько случаев обмана, связанного с помощью мобилизованным. Как не стать жертвой мошенников, расскажет начальник отдела по раскрытию преступлений, совершенных в сферах информационных и коммуникационных технологий Айгуль Сикбатова. Айгуль, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Какие бывают виды мошенничества? Виды мошенничества очень много. Самое распространенное – это конкретно, когда звонят, то есть представляются сотрудниками банка, сотрудниками полиции даже бывает, и просят, то есть под предлогом предотвращения списания денежных средств, либо предотвращения оформления кредита на гражданина третьими лицами, просят подготовить данные банковской карты. Соответственно, граждане диктуют, и у преступников появляется доступ к банковским счетам потерпевших. Также очень много случаев, когда представляются преступники у нас сотрудниками операторов сотовой связи, соответственно, под предлогом якобы не смены тарифа, просят, опять же, продиктовать данные банковской карты и получают доступ опять к банковским счетам потерпевших. Очень много в сети интернет именно при покупке, продаже какого-либо товара. То есть граждане, подавая объявление о покупке, продаже товара, откликаются на покупку либо продажу. И, соответственно, преступники либо в принципе не собираются предоставлять товар, либо под прикрытием, что мы выполнили свои условия, предоставляют товар, не соответствующий абсолютно качеству. А какие были зафиксированы обращения при оказании гуманитарной помощи военным? Конкретно на территории города Сыктывкара таких фактов не зафиксировано. Имеется только, когда бдительные граждане обращались именно с просьбой проверить деятельность тех или иных организаций, граждан, которые собирают денежные средства, гуманитарную помощь для оказания помощи нашим военнослужащим. Соответственно, при проверке никаких незаконных действий либо фактов мошенничества не выявлено. О чем вообще нужно помнить? И может быть, какие-то есть правильные шаги, как нужно избежать этих ситуаций? Конкретно, когда звонят, представляются сотрудниками банка, сотрудниками полиции и просят вас продиктовать данные банковской карты, но никогда сотрудник банка или полиции не будет этого просить. Если, опять же, вас просят или убеждают в том, что в отношении вас совершается преступление или будет совершено преступление, обратитесь в ближайшее отделение банка, отделение полиции, там дадут вам уже верную информацию, имеются ли данные факты. Соответственно, мошенники идут на то, что уговаривают, именно даже не сбрасывая звонки, или уговаривают, что
убеждая, что вы помогаете сотрудникам полиции выявить недобросовестных там, сотрудников банка, да, и нельзя эту информацию разглашать. Ну, это все, опять же, обман. То есть лучше, конечно же, сразу же обратиться к сотрудникам полиции, сотрудникам банка. Опять же, гражданам нужно быть предельно аккуратны, когда вы покупаете покупки, продажи в интернете, то есть не вводите свои банковские реквизиты, банковская карта. Если вы даже продаете, то есть такие случаи продают, скиньте реквизиты банковской карты, то есть приходит ссылка, заполняют реквизиты банковской карты, код безопасности, и, соответственно, деньги вместо того, чтобы прийти, списываются. То есть для того, чтобы пришли деньги, достаточно только номера карты предоставить. Нельзя вводить код безопасности, нельзя его никому озвучивать. Даже, ну, говоря, смс-ки от банков приходят, не сообщайте код. Тем не менее, люди почему-то не бдительны, не внимательны, не обращают на это внимания. Вот. И, соответственно, также просят, ну, гражданам хочется попросить быть бдительным в принципе, когда находятся на территории торгового центра, в торговых магазинах, где вот установлены банкоматы, даже в помещениях банка, когда вот особенно пожилые люди, когда они долго стоят у платежных терминалов, когда они при этом не сбрасывают телефонные звонки и разговаривают с кем-то постоянно. Обратите на них внимание. Возможно, в отношении них совершается преступление. Не нужно даже самим подходить. Обратитесь к сотруднику банка, к сотруднику полиции. То есть, соответственно, они уже сделают все, что нужно. Друзья, вывод один: будьте внимательны и не дайте себя обмануть. Айгуль, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Желаю удачи. Спасибо. Совсем недавно мы рассказывали вам, что зима – это вовсе не повод прекращать уличные пробежки. Такая кардионагрузка прекрасно сочетается с низкой температурой и снежными дорогами. Если вы только думаете примкнуть к бегунам, вот вам несколько советов, как сделать это максимально комфортно. Во-первых, бегайте медленно. Каждый последующий километр бегите на 60-90 секунд дольше, чем вы планировали. Так вы как будто обманете мозг, дав ему послабление во время физической активности, и усталость настигнет вас позже. Во-вторых, выбирайте правильную обувь. Кроссовки должны быть легкими. Помните, каждые 100 грамм веса обуви увеличивают метаболические затраты на бег примерно на 1%, а это заметно сказывается на выносливости. В процессе бега пейте углеводные коктейли. Приобрести их можно в спортивном магазине. Дело в том, что на длинных дистанциях наш мозг дает телу сигнал усталости намного раньше, чем мы должны ее испытать. Поэтому, чтобы не дать организму исчерпать всю доступную энергию быстро, лучше всего заправляться во время забега калорийным напитком. Про активность ног поговорили, давайте и рукам уделим время. Оказывается, если несколько десятков человек будут слаженно и по порядку выполнять определенные движения руками, то получится настоящий калейдоскоп. Одно условие – смотреть на это нужно сверху. А вот и середина нашей программы. Как всегда, появляется она незаметно, но ярко. За экватором еще больше полезной и интересной информации. Вернемся на ваши экраны уже скоро. Не переключайтесь. Вас приветствует студия 11. Наша команда готова продолжить марафон позитивных историй. Уверен, вы тоже с нетерпением их ждете. Так что, друзья, начинаем. Сплав таланта и юности. В Сыктывкаре стартует универвидение. Сникерс, который не навредит фигуре. ПП-рецепт любимой шоколадки. А верите ли вы в приметы? О загадочных символах, знаках и поверьях коми народа. Сегодня в Сыктывкаре стартует грандиозный музыкальный национальный проект «Универвидение». Лучшие голоса студенчества всей страны сразятся в столице Коми уже в 11-й раз. Всего было подано более 200 заявок из 51 региона нашей страны. По итогам отбора на главной сцене свои песни исполнят 39 участников. «Универвидение» по праву считается визитной карточкой Сыктывкара. Сейчас сложно поверить, что начиналось все с маленькой студенческой инициативы. О самых значимых и интересных моментах
моментах конкурса узнала моя коллега Мария Дымова. Давайте начнем с того, как вообще проходила подготовка к универвидению в этом году. Подготовка, как обычно, плодотворная, потому что мы начинаем к мероприятию готовиться задолго заранее. С сентября мы уже подбирали, так скажем, участников, которые будут проходить здесь у нас в Сыктывкаре в отборе. И после этого мы, конечно же, начали волонтерскую группу собирать, после чего уже конкретные, так скажем, руководители служб, они отобрали лучших и самых, не знаю, достойных к участию, к организации такого масштабного, действительно, и имиджевого мероприятия для нашего университета. Давайте немножко поговорим об участниках. Сколько вообще их в этом году ожидается, да, и из каких регионов они приедут, Дмитрий? Всего подавалось более 200 участников. В итоге в полуфиналы и финалы попали, соответственно, это 41 образовательная организация, это 36 регионов России. Более того, в участники попали представители Запорожской области, с Донбасса у нас. Вот. Ну и все они практически приедут сюда на полуфинальные и финальные отборы. Как выбирался конкурсант от нашей республики? 30 сентября на базе Сыктывкарского госуниверситета, как раз-таки в том же камерном зале, где у нас будут проходить уже первые прослушивания и открытие нашего мероприятия, проходил отбор именно из Республики Коми. 8 конкурсантов приняли участие, и победителем стала Елизавета Болела, студентка 2-го курса Института гуманитарных наук. А что касается экспертов, кто в этом году будет оценивать наших юных исполнителей? В этом году у нас 7 экспертов, 4 из которых наши уже полюбившиеся эксперты, которые не первый год к нам приезжают. Это и Денис Жигальский, и Сергей Харин, и Дарья Карнаух, Алексей Полубояров. Также будут 3 новых эксперта для нас. А вообще какая будет программа на универвидении в этом году? Программа, как всегда, насыщена. У нас целая почти неделя, да, проходит подготовка к финалу, и в рамках этих всех дней как мастер-классы, так и полуфинальный концерт. Но в течение первых, вторых дней там у нас первое прослушивание, второе прослушивание, после чего подготовка как раз-таки к полуфинальному концерту и к финалу, завершающему гала-концерту нашего мероприятия. А что касается вот билетов на все эти отборочные, полуфиналы, гала-концерт, может ли любой желающий посетить их? Полуфинальные концерты у нас будут проходить в концертном зале гимназии искусств 10 ноября в 2 этапа. С 14 до 17 часов и с 18 до 21 часа. Туда мы приглашаем всех желающих. Вход свободный, мест достаточно. Финал будет проходить в Лузалес-арена. Мы уже там частенько бывали, и там вход будет по билетам. Дмитрий, расскажите, почему все-таки универвидение так важно для нашей молодежи и для региона в целом? Фактически это полная альтернатива Евровидению. Для России такой альтернативы нет, вот мы ее проводим. Для Коми такой альтернативы нет. К нам приезжает пол России, полстраны в наш северный регион, что очень круто. Вот. А для студентов это помимо того, что они могут себя проявить, да, показать на всю страну, вот, фактически, так они еще и работают в полуфинальных и финальных отборах с крутыми экспертами, действительно прокачивают свои навыки. Более того, те, у кого, как говорится, есть блеск в глазах, желание трудиться, развиваться, их же видят продюсеры, кто приезжает. И для них это очень хорошая возможность развивать свою карьеру именно в таком творческом направлении. С детства он не мог нормально ходить, жил в бедной семье и с ранних лет наблюдал, как его мать готовила сладости. Став взрослым, вместе со своей женой он открыл маленькое предприятие по производству конфет. Спустя время он изобретает для сладких батончиков обертку, делая тем самым настоящий переворот в сладкой индустрии. Все это о Франклине Марсе, человеке, который подарил всему миру самые популярные шоколадные батончики, в том числе и Сникерс. Самая первая шоколадка, к слову
слову, стоила 20 фунтов и состояла из молочного шоколада, нуги, карамели и 16 арахисовых бобов. Со временем рецептура не поменялась, если, конечно, говорить о традиционном рецепте. Сторонники здорового питания не перестают придумывать альтернативы привычным сладостям. Вот и Евгения Трембицкая подскажет вам, как есть сникерс без вреда для фигуры. Всем привет, ребята! Срочно сохраняйте этот рецепт, потому что сегодня мы готовим вкуснейшие ПП сникерсы. Для этого нам нужно всего 4 ингредиента. 1 банан, арахисовая паста, сами орешки и ПП шоколад. У меня тертое какао. Вы представляете, какой аромат? Готовить его очень просто. Мы берем 1 банан и разрезаем его на 4 части. А мы продолжаем делиться с вами интересными и актуальными новостями со всей республики. И вот очередной материал, который точно не стоит пропустить. Я русский! Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Небо улетает эта песня и зовет меня с собой, а внутри меня пылает сердце, освещая путь домой. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой уж я есть, и меня не сломать, и все потому что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло.
Отношение к приметам в современной культуре можно охарактеризовать как двойственное. Многие из наших современников, по их словам, не верят в приметы, но на всякий случай следуют им. Приметы, колдовство и знахарство мы обсудим в нашем следующем сюжете. Наш разум не терпит бессмыслицы и пустоты. Из хаотичного переплетения ночных теней на стене комнаты он с легкостью выделяет разные фигуры, а в наборе пятен и линий на ковре появляется какой-нибудь зловещий профиль. Воображение проецирует на окружающий мир наши же потаенные страхи. Вот и получается, что перебежавший дорогу хорошенький черный кот становится предвестником последующих неудач этого дня, а разбитое зеркало и вовсе одаривает нас мурашками. Еще бы, это же 7 лет несчастья. Специалисты говорят, что сегодня приметы теряют свои позиции. В основном им доверяют люди старшего поколения. Мы решили проверить это утверждение и вышли на улицы столицы с вопросом: какие коми-приметы вы знаете? А какие коми-приметы? Не могу ничего вспомнить. Не знаю. Русские знаю. Рано встаешь, долго живешь. Никакие не знаю. Но если первый снег под ногами скрипел, то он уже не растает. А если не скрипел, то он еще растает. То есть наоборот, если скрипел, то он растает. Если не скрипел, то уже не растает. Тем, кто о коми-приметах не знает ничего, мы рекомендуем посетить выставку «Мутас. Территория» в литературном музее имени Куратова. Она приурочена к 130-летию со дня рождения ученого Алексея Сидорова. Центр экспозиции – его книга «Знахарство, колдовство и порча у народа коми». Самым главным экспонатом выставки является действительно эта книга. Она была издана в 1928 году. И на сегодняшний день это библиографическая редкость. Алексей Семенович собирал этнографический фольклорный материал, работая еще преподавателем в Усть-Выме, и он со своими студентами ездил и собирал вот этот материал. Алексей Сидоров был первым, кто заговорил не только о богатырском эпосе. В народе верили в колдунов и знахарей. Их и упомянул ученый в своей монографии. Это рассказы о верхневычегодских героях Тунырьяке и Пере, вымском охотнике Иркопе, ижемском Ягморте. Все предания повествуют не столько о подвигах героев, сколько об их нечеловеческих способностях. Знахарство, колдовство и связанные с ними явления занимали исключительное место в жизни коми. В этом и есть особенность мироощущения и мировоззрения народа. Именно так говорил Алексей Семенович Сидоров. На экспозиции мы можем познакомиться с предметами, которые несли сакральный смысл. Вот, например, соль. Это очень распространенный предмет в ряде магических приемов. Например, вы знали, что если насыпать ее между молодоженами во время свадьбы, можно внести раздор в их семью. А с помощью предмета, имеющих отверстия, можно было рассмотреть, нет ли вокруг колдунов, идущих на шабаш или промысел. Углубиться в тему поможет не только колдовской инвентарь. Здесь вы ознакомитесь с книжными иллюстрациями народного художника Аркадия Амошева из серии «Мифология народа коми», фотографиями со спектаклей Национального музыкально-драматического театра Республики Коми. Изучить еще один аспект жизни народа можно на выставке «Мутас. Территория» до конца года. Во что нужно точно верить, так это в добрые дела. Уже завтра мы расскажем вам еще больше вдохновляющих и добрых историй. Меня зовут Андрей Кабишев. Рад был провести вместе с вами это время. Пока-пока.